Так, да, начинаем, а запись халати нашел. Хамерс, попробуй этот VS-код вывести его. На экране яца, иконки яца с этим VS-кодом. Если слишком джимхи, ты вывел его. И нахен, как бы, объяснить, и редактор, хуй, надо как-то объяснить. Есть люди, которые программирование, хую и мух, программист Соух Тесла. Несостоявшийся только. Но у тебя есть... Я хочу объяснить людям, которые вот не знают, что это, и зациклились, и не могут, короче, вот и начать тут. В чем ваш блок, короче? Что вам не нужно объяснить, чтобы начать это? Программа для создания сайтов или чего это? Не. Хушу, что это. Ты можешь даже что-то там написать, можешь программировать. Сайт или что-то такое. А вот я хочу у людей, которые с нуля, которые ничего не знают, вот тебя хочу со. Как вам можно объяснить, представьте, что у вас есть возможность... Во, и базить, я имею в виду. И базить. Он и программирует. Вот что для тебя это значит? Хую хит он. В создании игр, сайтов, видеоредакции, наверное, что-то связанное с этим. Хорошо. Это общий вопрос. Как это происходит? Представление мое. Вообще яц. Хорошо. Тесла, Бехмобила. Группа сайт создавать чена. Он создается с помощью команд определенных комбинаций каких-то. Здесь уже потом, то есть базович, это не база, сайт, это не база. Давайте мы вернемся к самым азам программирования. Хую вообще. Это очень важно. Хаймерс, ты можешь уменьшить вот этот VS-код, чтобы мы видели иконку, а не VS-код? И закрыть его, чтобы мы видели иконку на этом. Какую иконку? Иконку VS-кода. Ее только вот здесь можете вы видеть. Неважно, где ее можно видеть. Уменьши его и оставь вот так, короче. А на рабочем столе создай блокнот, ноутпад. Вот. Назови его. Назови ее как-то. Индекс, да. Назови его индекс. Индекс текстила. HTML, могу название. Точка текст. TXT. TXT. Не текст, но не знаю, TXT, не текст. Едадак. Так, вот мы ее будем использовать как полного новичка, чтобы именно полные новички, как другие, могли благодаря ей понимать, что происходит. Дальше понятие цахарю. И мы ее за ручкой как бы в этот мир программирования ведем. Миллиард, GG. Ты на связи? Хорошо. Вопрос, слушай, программирование – это ты просто пишешь на каком-то понятном языке программу, которая потом специальные эти, написанные, кстати, тоже программы переведут в машинный код, понятный компьютеру. Потому что компьютер человеческого языка на таком уровне, хардверный уровень, где железо, он не понимает человеческого языка. Но он понимает некий язык инструкций. Вот этот язык инструкций состоит из открытое состояние, закрытое состояние. Из миллионов вот этих состояний ему дают какой-то код, инструкции, которые они одним за другим он будет их исполнять. То есть в какой-то момент закрывать транзисторы, в какой-то момент открывать транзисторы. Транзисторы – это просто ключ-то. То есть транзистор – это такое устройство с 3 выводами. В одном выводе у нас как бы ключ, а под другим один вход, другой выход. Короче, проходит что-то, либо ток. Ключ хаузм один транзистор открывается, через него проходит ток.
ты закрываешь ключ, он перестает, короче. И таким образом мы можем запомнить эти два состояния закрытого и открытого транзистора. Они будут имплементироваться в код закрытый состояние 0 хрю, а открытый состояние единиц хрю. То есть напряжение на выходе, поскольку мы транзистор открыли, значит у нас единичка. Если мы закрыли и его напряжение пропало, лампочка погасла, значит у нас 0, то есть нет напряжения. И вот весь язык компьютерный состоит всего лишь из этих двух букв, скажем так, литер, нуля и единицы. Как думаю, можно создать язык, который состоит всего лишь из двух букв? Можно. Да, просто комбинировать инчан. Например, у тебя комбинация будет А, Б, буква, 0, 1, хульвающий, на понятный человеческий язык халита, назовем их А, Б. У тебя будет два слова ап и ба. Ба. Комбинация елурюхюк, Хаймерс. Елурят. Вот ты можешь дальше добавить. Ты можешь А, Б, и потом Б, Б, А. У тебя будет А, Б, Б, А. Поэтому, и ты это можешь так продолжать сколько угодно. Первые компьютеры состояли вот из этих 8 бит. Вот эти 8 бит ты используешь 8 раз, это А, Б. И комбинация из этих 8 бит даст тебе вот эту комбинацию А и Б 256 разных вариантов. Придем? Да. Потому что на комбинации из двух даст тебе только два варианта. Либо А, Б, либо Б, А. Но если добавишь третье, у тебя будет уже 1000 комбинаций. Не 1000. Так, побольше. Да, побольше, короче. Посчитай, ты классик. Б, третье. 9 комбинаций. 8 махильнех, а у тебя будет 256 комбинаций. А если у тебя будет их 16, у тебя будет 65 535 комбинаций. 536 вернее. 16-битные. Помнишь? И он код создавать, он еще и может помогать, и код, чтобы дальнейшие цария. Для этого нужно знать. Мы сейчас перейдем к нему, и ты увидишь это, как мы этот код. Главное и основа теорию, минут через 10 мы перейдем, и как ты сразу вот эти знания применим на практике. На экране что-то происходит. Это самое важное. Английский обязательно модуется. Да, английский дошниш, дуешь, технический термин. Но по ходу программирования ты автоматически этот технический английский, айтишный, его и будешь осваивать. Он не так уже сложен, там не так много слов. То есть это как бы мы одновременно два дела сделаем. Он дагдога, Милор Хаймерс, 8-битные приставки игровые, 16-битные игровые приставки, 32-битные. Да, вот и доны, короче. 64 юбка компьютер максимум. 6-битный Windows, они а видишь, там процессор, там он может big decimal, цифры считать, он может очень большие. 64-битный, да, процессор, то есть он может там сумасшедшую цифру, не 256, как 8-битный максимум, он может сумасшедшую цифру 64-битную, не знаю, сколько она триллионов занимает, ее презентировать может. Один его регистр. Вот это и цифра помещаться здесь в уме, она называется регистр. Важное слово, Дон, запомни его. То есть вот, чтобы запомнить какую-то цифру, ты выделяешь ей регистр в компьютерной памяти. Вот весь твой компьютер состоит в своей памяти из вот этих регистров. Миллионов, миллиардов регистров. И в этих регистрах хранятся эти цифры. Теперь хала, короче, вот мы договорились, что люди не могут 1.0 писать. Когда-то они писали 1.0, то есть как в старых компьютерах у них были специальные такие картонные, их называются перфокартами или рулоны бумаги. И вот эти программисты сидели и дырки прокалывали. Где они дырку прокололи, там единица. Где дырки нету, там 0. И вот эта лента проходила перед головкой компьютера, и он считывал. То есть, когда он видел, что дырка, там специальный оптический датчик реагировал, появлялось напряжение, и компьютер запоминал, что здесь единица. Потом на это
участок, он приехал, на котором дырки нету, и здесь он запоминал, что здесь есть нулевое состояние, и он перебрасывал вот эту ячейку регистра в нулевое состояние. И вот так там проходили перфокарты, потом появились вот эти бобинные магнитофоны компьютера, там уже участки ленты этой магнетизировались. Где намагничены, там единица, где не намагничены, там 0. Тот же принцип, короче. Но промещалось гораздо больше. Сейчас у нас есть жесткие диски, твердотельные диски, там разные. Короче, это железо, оно очень развилось. Теперь, Харал, мы приступим к самому интересному началу этого программирования. Как ты думаешь, Джиджи, что нужно, чтобы начать писать код? Когда ты видишь что-то, ты хочешь что-то написать, тебе же Программа есть. Не. Джиджи, Мат, язык. Языком-то есть, но хардвер. А где это код можно узнать? Где это коды? Не, код мы будем сами писать. Я тебе говорю, если ты идешь по парку, ты увидел что-то интересное, внезапно тебе захотелось это описать. Он есть для этого. Название. Не. Вещи, предметы какие тебе нужны для этого? Ну, кисточка, тетрадь. Не описать словами, не рисовать. Описать. Папку открыть. Что? Мозг нужен. Нет. Какой предмет тебе нужен? Язык. Ты убил оленя, тебе нужно, чтобы мясо разрезать, нож нужен, инструмент нужен. Какой инструмент тебе нужен, чтобы описать какое-то явление или что-то, или действия свои какие-то описать? Язык. Блокнот есть он, ручка есть он. То есть что-то куда надо записать. Самое кисть там. Кисть ты собирался, да, это не художественно. Тебе нужен блокнот, чтобы записать. Вот там чувак сидит, здесь скамейка, вож. Или если ты хочешь какие-то инструкции себе дать. Так, я пойду туда, потом поверну сюда, потом возьму эту деревяшку, потом я сделаю, не знаю, отдохну у дерева, вож. Ты пишешь инструкции. То есть для компьютера тебе нужно то же самое сделать, начать писать инструкции ему. Короче, сначала сделай так, потом так, потом так, потом так. Видите? Тебе нужен блокнот. И вот эта штука, которую он только что открыл, видишь, индекс текста, это блокнот. Он так и называется, notebook. То есть книжка для заметок, английский блокнот, тишуни. То есть тебе нужен называется он также и редактор, эдитор по-английски. Эдитировать Бога, редактировать Бога. То есть что-то писать, а потом поправлять. Изменить. Да, изменять что-то. Вот тебе, чтобы написать код, в первую очередь нужен редактор. И компьютеру абсолютно все равно, душам, какой блокнот вы используете. То есть вы можете любой вот это, что-то, на что ты пишешь, вот компьютерчик, там есть и какой-то редактор такой, редактор сякой, атом-редактор. То есть это не важно, куда вы пишете, лишь бы на этой штуке можно было писать. Открой этот файл, Миллер-Хох. Таймер. Вот мы открыли. То есть, чтобы написать компьютерный код, нам всего лишь нужен редактор, куда мы можем записывать наши эти хотелки, которые компьютер должен исполнять. Там ты можешь начать писать, я тебе буду помогать, и потом перейдем в VS Code. Сначала, чтобы вот эти люди поняли, что разницы между этими и этими нету, мы должны именно здесь записывать. А сейчас он диктовать, Хаймерс. Хорошо. А это мы что делать? Я только что принялась. Джиджи, хаумяти. Нет, я только сейчас зашла. Это не я хотела разговариваю. узнать, Там ночью я зашла, с компом сидит, практикуется. Я, к сожалению, не могу сейчас. Ночью я
Не, если я типа просто записывать дещик, чтобы себе знать в блокноте. Тогда отвечай, Олшин, либо не знаю, либо что-то, он дальше, если мне это не отвечает, мне приходится как-то выворачиваться. Чтобы начать программировать, вы открываете любой редактор, любой, на котором можно писать. С расширением текст. Хаймерс, покажи им, где расширение текст у тебя. Расширение текст, что имеешь в виду здесь? Вот это, да. Точка текст Бога, это расширение. Кстати, у тебя на этом скрыть, расширение скрыть и он. Поэтому он 2 раза текст показывает. Это не важно. Это не важно. Да, обратно. Вы берете обыкновенный редактор, чисто для эксперимента, и начинаете писать. Хаймерс начинает писать знак больше или меньше. Yes, знак больше. Меньше, вернее. Не. У тебя проблемы с этим. Вот, молодец. Пиши восклицательный знак. С большими буквами doc type. Why don't type? Не type why цаня зон, так. Или вот так? Нет, why буква дуй вместо у. Его буква тут есть, why. Y, sorry. Аскаш Y, why. Усана. Как русская у выглядит. Вот. Это why, английская буква why. Слово type, едом. Английский язык не иступает еде. Вот. Это есть doc type. Запомни, как английские слова пишутся. Это для программиста очень важно. Сделай отступ, space. И напиши мелкими буквами HTML. Так, закрой тег. Как закрывает тег? Знаком больше. Все, ты закрыл тег. Это директива, что серверу хаквесседж страница, чтобы он знал, что получил ваш компьютер, чтобы ваш браузер знал, что он получил. Он получил документ типа HTML. Doc type Бога, сокращение документ тип. Тип документа HTML. HTML Бога, hypertext markup language Бога душу. Текст строковой разметки. Hypertext. По-русски трудно его перевести. Так, теперь давай следующая строка. Следующая строка. Да, new line. Так, new line. И теперь сделай HTML. Tag that's. 2 тега HTML. Внутри будет. Нет. Тег мода. Знаком больше или равно. Как и doc type. Пиши HTML. Напиши language English. Lang. Равно. Equal. Lang. Equal. Притык прям equal. Да. И вот эти кавычки. Quotes английским. Вот. Кавычка. N. И снова кавычка. Yeah. И клавиатуру надо быть... Клавиатура нормально, ютайсло, свободи. Английский, русский, хечана, холюш. Я ими не пользовался никогда, просто я это не знаю. Вроде бы, Хагуш был английский оттен. У тебя раска там стоят или что у тебя стоит? И раска есть у меня, и английский есть. Тогда почему английский? Просто и таушдаунцы видно по-английски. Нет, с кнопки я английский мат больше на цанаю и хумш. Русский вот, и что уканаюш. А я это пользоваться динадатство. Нет, английский клавиатуре, или английский мат, язин мою тебя мечающий язни. Ю, у меня также и русский там. У тебя двойной там. Да, у меня наклейки специальные. Я поэтому говорю, чисто английский, и раска клавиатуру. Используй чисто английскую клавиатуру для этого, для программирования. Иншаллах.
будущем, Lang. иншаллах. Lang. Ага. N английский для буквы Е, N английский бог, да? Маленькими, да? Да, маленькими буквами по-прежнему. И закрой кавычки. Закрой кавычки и закрой тег. Вот. Это поскольку HTML тег that, вот эти вещи называются тегами. А он это не одинарный тег, а, скажем так, двунарный, двойной тег душами. Поэтому тебе нужен также и закрывающий тег HTML. Хаймерс, сделай отступ, new line, and please type close tag, HTML close tag. Forward slash лезуна. Есть backward slash и forward slash. Слэш бога, косая черта. Да, вперед, если она наклонена, это по-английски называется forward slash. То есть черта, направленная вперед. Forward, вперед бог. Да? А back slash, I'll be back. То есть назад. Back slash это назад направленная черта. То так. И напиши HTML. И закрой тег. Отлично. Теперь освободи пространство. Все, что будет твой браузер на странице видеть, оно будет находиться между двумя этими тегами HTML страницы. Освободи место после первого HTML тега, чтобы все, что мы пишем, находилось внутри двух этих открывающегося и закрывающего тега. Вот так? Нет. Между тегами, не внутри самого тега. У тебя уже есть два тега. Один открывающий тег, HTML тег, первый тег. Language English Yazindol. Ага. Это открывающийся тег. Уже закрывающийся тег. Пространство. Вот это, что от тебя требовалось? Place between two tags. Forward slash елнак, закрывающий. Forward slash елнак. Это некоторые теги не имеют от этого закрывающегося тега. Они не все одинаковые. Помни, что есть такие двойные теги и есть одинарные теги. Теперь между этими тегами все, что мы будем писать, теперь будет между ними. Так что сделай себе побольше места. Все, тёргом. И пишем теперь. Теперь нам нужно головку, шапку сайта создать. Head, головку. То есть и тебе, короче, следующий голос у нас по-раскому head, голова была в душе. Вот этот сайт хаешь лака язинил, хагу что он, таблицы названия, тейблы названия, страницы названия, page. Он будет там. От head тега двойной дом. То есть он также должен по такому же принципу, как и только что напечатан HTML тег, да? Потому что открывающийся тег и закрывающийся тег. Forward slash. Нет, ты только что печатал. Звук хай-теги, когда мечаются forward slash HTML тег, яйцом. Да, вот только так мясо донешь. И запомни просто, это не очень трудно. Атрибуты... Да, только закрывающим теги ставят forward slash, да? Да. Никогда в открывающемся ее не существует от слова совсем. В одинарных тегах его вообще нету. То есть нет нужны, потому это что... Это чтобы он просто его отличает от того хеда, чтобы он понимал, что это закрывающий. Да. Тебе ошибку выдаст этот интерпретер, если ты это правило не будешь соблюдать. Все, внутри этого пишем название. Там еще есть разные вещи, которые нам не нужно писать. Мы не будем занимать время, и редактор сам их нам напишет. Но тут мы напишем, сделай отступ. Да, еще. Tab box, кнопки. Ты знаешь, где tab? Tabulation. Вот, я, отступ всегда. И пиши там title тег, да, он также состоит из открывающегося и закрывающегося тега по той же схеме, абсолютно. Ничего запоминать, учить не нужно.
ты автоматически это уже знаешь из предыдущего примера. Твое упорство поместить черту за словом, а не перед. Все. Теперь между этими тайтлами ты напишешь название страницы или сайта, или чего-то, что хочешь обозначить. Напиши «мой сайт», например, или английский «мота», «my site». Большими буквами. Это титул, это заглавие. Citeon сайт. Пишется по-английски S-E или I. По-английски это S-I-T-E. Сайт. Не одинаково. Все. Теперь мы перемещаемся вниз, выходим из тегов head, потому что у нас есть заглавие. Это заглавие будет видимо вверху вот этой вот страницы браузера. Сайта, которого откроют, да. Ну, скажем так, лака он гушта, дош гуань, индекс txt алиязин лака. На твоей этой странице. Вот тига гурды. То есть он не будет виден в самом теле страницы сайта или кто ты открыл, а именно вот там будет виден. Он нужен для поисковиков. То есть, когда вот эти Google, Search Engine, Google, дита, ходишь. Чтобы запомнить было, Ага, верно. Пусть будет какое-то слово. Хорошо. Хозяин баре. Это слово для поисковиков. Как только какой-то Google или какой-то другой поисковик ищет, он смотрит вот эти заголовки, и если это что-то не нужно ему, он не будет тратить времени и по странице смотреть, он еще умрешь. То есть это очень важная вещь для этих поисковиков. Хотя для тебя это, может, не так и важно. Теперь, когда в Google Tesla я пишу что-то найти, например, там, не знаю, например, Барс. Google поисковик, yazışı karhuli. Инца Айберзло языдин, ахцана сайт вывесит дой, вот Google на него первым наткнется вот на эту штуку. Не в смысле, что он именно это, но он будет искать вот это, и потом уже содержание твоей страницы будет смотреть. Нагасан Айберзло, он тебя цагой, он не будет этого делать, потому что содержание сайта еже, у него очень много времени уйдет. Кагор, хагуштол, сайт, содержание ешь. То есть он точечно ищет. И ищет по заглавиям. Нагасан заголовок подходящих едет на запросе, он его тело будет уже смотреть. Давай теперь head тело. Как по-английски тело? Тег тела, вернее. Body. Говорят body, по-моему. И у Нагасан хоча и валя хорнет, body олицар, body. Олон, сон. Да, body говорят. Body, окей. Body. Арзла, Tesla. Шемекка и лом, гирем. Ты освоил, наконец. Молодец. Ты не безнадежен. Do you use body выходцинсбог, короче, ищца по-небратски отношения, шияхабог, дух, по-моему. Все. Ищца ёк меттик яхца, он языща автоматически раскрываться дирма дуйцо, поэтому нет особого смысла. Один пустой меттик, все. И табулейшн. Табулейшн, деталь, табулейтер, и табулейтер. Тэп, по-английски. Тэп. Все. Мы написали страницу интернетовскую. Мы вам сейчас докажем, что это интернетовская страница. Напиши теперь, используя тег H1, по такой же схеме тег H1. Редактора у тебя нету, чтобы тебе автоматически за тебя все это писать. Поэтому пиши сам. Теперь напиши, это мой сайт. Можешь на русском, на английском закрой. И пиши, что мы увидим на странице этого сайта. This is my site. Уже английский мотив вошел. Все. Можешь еще восклицательный знак добавить.
чтобы подчеркнуть, что это твой. Все, теперь запомни этот файл. Сохрани, да, имеешь в виду? Сохрани его, да. Save it. Английский мотта save it. Save it all. Save it, please. К концу этих уроков, наверное, мы полностью перейдем на английский. Закрой его полностью. Закрой. Все. И теперь мы вот этот индекс HTML должны переименовать в HTML-страницу. Что мы... Так, сотри этот текст. Ну, оставь индекс. Точку тоже. О, нажми. Не, убери точку. Просто индекс оставь. Да, нажми теперь. У тебя в системе расширения скрыты, поэтому ты их не можешь написать. Ты можешь внизу щелкнуть по какой-то папке, Internet Explorer HILN, вот, щелкни по ней, HILN, и выйти на рабочий стол. Мы попробуем включить твои расширения. Они в тот раз были включены, а вот на этом компьютере они не расширены. Открой любой этот, неважно какой. Любой этот Волсонах. И на рабочий, кликни на рабочий стол. Здесь, да? Да. Ты должен увидеть свой файл индекс. Кликни. Так, вот, ты видишь свой файл Xin? Теперь сделай побольше вот окно, полностью раскрой его на экран. Да. Должны просмотреть. Нажми просмотреть. Так, и там должен быть... Пойди вниз показать Sona Windows 11 Союзен. Мы будем попытаться догадаться. Так, компактные флажки. Расширение имен файлов. Нажми. Во. Правильно? Теперь ты видишь текст. Теперь полностью закрой это все. Хозяйство. Все, мы теперь видим расширение, и мы можем их менять. Теперь вот этот текстовый файл обыкновенный, он сейчас превратится в интернет-страницу. Хаймерс, попробуй. Небольшими буквами, а маленькими. Расширение всегда маленькими буквами. И нажми. Да. Все, Гуждышин, он превратился в файл, страницу, который браузер, в данном случае гуглевский браузер Chrome, опознает как некую интернет-страницу. И когда ты по ней щелкнешь 2 раза, она загрузится в этот браузер как обычная интернет-страница. Видите? И показали нам то, что мы запрограммировали. Это мой сайт. И вверху написано, что вот эта страница называется Берзлой. Кто не понял? Так, все поняли, похоже. Или чаи гоняют. Так, закрывай. Чефир гоняет. Да. Закрывай. Все это делалось для того, чтобы вам объяснить, как вот это все происходит на фундаментальном уровне. Но что вот так писать программу, это очень занимает много времени, и это делалось, короче, на заре этого дела, скажем так. Вот так, в обычном редакторе писали программу, возможно, в 70-е, 80-е годы. А потом люди подумали и решили специальные блокноты для программистов создать. Чтобы, например, ты там пишешь только начало слова, а конец он тебе уже сам пишет, подсказывает. И вот ради этого были созданы разные редакторы, и они сейчас очень крутыми стали, просто такие супер крутыми. Сейчас Хаймерс продемонстрирует. Вот это тот же самый блокнот, но блокнот для программистов. И его вся функция помогать тебе быстро писать код. Открой свой вот этот HTML файл, можешь открыть его. Кстати. Или новый этот, создать новый фолдер. Создай на рабочем столе папку. Создай на рабочем столе папку и потом откроешь его. Будем открывать по-ланмерски, по-юзеровски, без этого консоли, чтобы не пугать наших этих слушателей. Не индекс мало, дай ему какое-то другое название. Хаймерс. Индекс это название страницы, а вот название папки, не знаю, my app, моя программа.
My App английский мод, или программа. Все. Теперь его, используя редактор, открой его. Ну да, кстати, можешь закинуть его туда. Закинь, хорошая идея. Открыть. Можешь вот этим редактор открыть и оттуда папку открыть. Без этого. Открой VS Code. Не, VS Code открой. Вот. И Open Folder. Вот. Нажми. Все, открывай его. Где он у тебя? На рабочем столе. Все. Как видите, это никакая не магия, ничего, чтобы начать. Trust. Да, ты доверяешь авторам. Доверяй им. Yes, I trust you. Закрой welcome screen. Все. Гуждуешь? Открой свой индекс файл. И то, что печатал, он здесь есть. То есть это означает, что вот этот редактор, вся его цель облегчить вам программе. У него очень много примочек, разных расширений, там он поддерживает кучу разных языков. Вот эти редакторы, они... Короче, по ходу мы это увидим. Просто вот этот блокнот, скажем так, вот эта программа, нам помогает, когда мы вот один вот этот ставим, вот эта программа уже знает, что мы пишем, и помогает нам ставить уже два вот этих. Короче, будет подсказки давать, и именно поэтому эта программа придумана вместо вот этого блокнота, которого мы тогда сделали вначале. Он нам будет облегчать. Это как бы улучшенный блокнот. Да, это супер, ноут, скажем, как мы будем называть, эдитор. То есть супер эдитор. Ваш просто эдитор, Notepad also, супер эдитор. Но у него вот свойство это всего даже не 1% его возможностей. У него сумасшедшие возможности, ты об этом убедишься. У этого редактора VS Code, он очень популярен. Есть редакторы популярные для программистов, там они $200-300 могут стоить, бесплатно. И, это Microsoft сделал специально, чтобы это программистам облегчить работу, и они себя очень хорошо это сделали. Просто все хвалят вот этот VS Code. Он бесплатный, и у него сумасшедший функционал. То есть мы до него еще доберемся. А пока, сотри все, что ты написал. Тесла, мы вот, допустим, в редакторе как черновик создаем, да? Да, сначала. И пишем код. Да, и пишем код. Потом мы его будем... Два способа есть. Зависит от языка. Если ты программируешь на языке, например, веб-разработки JavaScript, ты будешь вот этот код интерпретировать. То есть у тебя специальная программа, которая будет его машинный язык переводить на лету. Если ты пишешь его на таких конвенционных, скажем так, языках, как C, C++, C#, Java, еще там куча разных языков, то там будет опять-таки специальная программа, которая называется компилятор. Не интерпретер, а именно компилятор, который его транслирует его в байт-код. Машинный код, который понимает этот процессор. Но сделает это разово, навсегда. В отличие от интерпретатор, скажем так. В отличие от него он это сделал. То есть между ними есть разница, до которой, когда мы продвинемся, она станет ясной и лучшей. Пока что мы используем вот этот язык веб-программирования, а он как раз связан именно с интерпретатором. Не компилируем ничего, фактически. Он будет на лету, вот этот браузер его компилирует машинный код. Давай, Хаймер, тогда вот возможности этого редактора продемонстрируй им. Напиши сразу же страницу. Восклицательным знаком это делается. Вот. Что? Видите? То есть редактор сразу для вас шаблон создал. Вам не нужно такой долго и нудно писать doc-type, HTML, lang, English, бла-бла-бла. Все, что вам нужно, всего лишь и документом это название. Напиши название, тот же самый Берзлой, чтобы мы увидели, что это то же самое. Это можно убрать, да? Не убирай. Я тебе объясню, что это.
Мета чарсет UTF-8 блок, это дунянчадол дедик символ штат языковый. Иш поддерживать диеба, браузерик. То есть он и китайский будет показывать. Если я там напишу STEE, American Code for Interchange and Interaction, то он мне китайский или русский язык не покажет. Вместо него вопросительные знаки будут на странице. То есть мой Google, когда эту страницу откроет, если я китаец, в Китае нахожусь, переводчик мой Google, если я нажму, он не будет переводить. Он не будет отображать. Не Google, а именно твой браузер. Google это поисковик. Просто Google поисковик создали свой браузер, называющийся Chrome. Но есть альтернативы, там Firefox и Opera. Это браузеры, то есть специально написанные программы, которые понимают язык JavaScript, HTML и CSS. То есть вот эти три языка понимают, что это такое. Ну, плюс еще там Datenbank, языки SHA, XML и SQL. Но так они понимают именно вот это. Вот эти три языка. И вот он не отобразит его просто. Отображать решение, рендеринг, то есть он не сможет его отрендерить. Вторая директива тигарел мета-алиазник. Из-за ответ так называемый responsive design. То есть, как если он говорит ему, если сайт будет вызван мобильной какой-нибудь таблетом или телефоном, то уменьши вот этот размер, чтобы ишцахилити. То есть он будет вертикальный. Компьютерная версия. И мобильная версия. Да. Вот именно к этому отношение имеет. Ты посмотри на английский. Для открытия сайта. Да. Смотри, что там написано. Viewport. View это видеть, а порт это вот view. Он и яц. Вот экран какого-нибудь, я не знаю, радара, это viewport. То есть место, куда смотришь, отображается что-то. Бог, контент Бога, содержание Бога, контент. Когда ты английскую книжку открываешь, у русского написано содержание. Содержание это там, глава первая, то-то, глава первая. А у английского бывает контент. То есть тот же эквивалент. Width это ширина, а девайс, кудухай? Девайс это устройство любое. Ширина устройства минус ширина устройства равняется устройство минус ширина. То есть устройство и телефон и нога сам еля. Сун ширина хажба. И начальный масштаб. Минус ебах, Да. И посмотри на устройство. И эта директива нам вообще не должна нас волновать. Это автоматически все происходит. Войца оргицум и бухбуй хардверный. Что мне пришлось учить из-за того, что у меня embedded электроники, он связан. Он нам не нужен для этого поверхностного high-level и высокий уровень программирования, что вы. Он здесь абсолютно нам не нужен, просто чтобы нас это чисто удовлетворить любопытство это, скажем так. Теперь переходим к вот этот тег body, напиши там H1. Давка он делает. Дилан делал, да. Почему ты рисуешь? Сразу давай пиши. Пиши, это мой сайт. Пиши между ними, что ты хотел писать. Все, сохрани. Save it. Sorry, save it. Файл. У тебя есть два способа сохранить. Это Ctrl-S, автоматически сохраняется. Либо ты можешь файл, покажи им, где файлочек. Файл и save. Save as моди. Save, да. Ctrl-S, Все.
Все, теперь ты можешь его запустить. Мы же не устанавливали это расширение лайв-сервер. На другом компьютере оно было. Чтобы его открыть, тебе придется к этому странице выйти на рабочий стол и кликнуть, короче. А потом мы установим расширение и так откроем, да. Где у тебя вот этот файл? Он внутри этого находится. Зайди в папку прог. Не-не-не. Программы, папка, да, само. Зайди туда и просто щелкни по нему, и все. Дважды щелкни. Все? Как видите, это то же самое. Разницы никакой нету. Чтобы нам постоянно вот так это не делать, кто-то вот для этого редактора придумал так называемое расширение, лайв-сервер. Сервер онлайн. Так, закрой это. Tesla heš vacunu. Хэшуй? Сейчас слышно? Hešu. Отлично. Давай сбоку, видишь, там символы есть. Треугольник, маленький жучок такой. Потом клетки. Вот написано run debug, не надо run debug. Вот extensions, расширение. Вот. И куча людей... Не делай install. Пока я ничего тебе не говорю, ничего не делай. Зайди вот это search extension, язин, лака, вот. И печатай туда. Мы ищем это, live сервер ищем. Пиши английский мота. Live сервер уже появилось. Установи. Он устанавливается. Главное, installing. Install, гудухайн. Учи английский, это важное слово. Загрузить, скачать. Install, установить. Человек, который что-то устанавливает, он по английскому языке называется инсталлятор. От слова install, установить. Что ты нажимаешь? Без команды не нажимай кнопки, ты там, Так, теперь просто закрой вот этот tab, лака, extension live server рязенчики. Вот, закрой его просто. Все. И вернись к этим двум страницам, символу двух страниц. Все. Ты обратно вернулся. У тебя установлено расширение live сервер, которое позволит тебе, просто Ctrl-S они автоматически загружать сайт. Ctrl-S на клавиатуре. Оставь это. Это закрой. Закрой его, закрой. Нажми Ctrl-S. Оставь мышку на клавиатуре Ctrl-S. Нажал? Да. Где-то он должен появиться. Уменьши, чтобы мы видели страницу за этим, да. Уменьши размер этого окна своего. Что должно появиться? Автоматически должен был этот Chrome появиться с изображением этого сайта твоего. Ахала цадьеш. Просто сохранить, ли? Да. Именно их он держишь, мою high extension. А как ты нажимаешь Ctrl-S, он автоматически твой сайт показывает. Изменения в нем. Если он это не делает... Сайт открыть же надо сначала. Цу открывать тогда еще. Ну, открой сейчас сам, но цу открыть тогда еще. Просто сохранить питание, ли? Да. Просто сохранить питание. Но он, видимо, у тебя опять-таки настроек. Что отсига? Поэтому давай так смотреть тогда. Все. Может, у нас этот лайв мы не включили еще? Да вроде бы мы его активировали. Пожалуйста, проверь. Измени мы вот его эту надпись. Просто. Нет, мы его установили. Он автоматически. Убери что-то там и перегрузи Ctrl-S. Нет никакой реакции. Ctrl-S, реакция. Да, реакция. Странно. Он не перегрузит. Так, может действительно его активировать, наверное. Windows 11 сделал хрень, что ли? И live сервер. Disable, uninstall буду.
Установить? Деинсталлировать, то есть убрать его. Тебе не нужно это, не нажимай его. Disable бога, деактивировать бог. Ты не должен его деактивировать. Возможно, да, и Ньюхалатич, он так только экстеншн начнет работать. Я не знаю, попробуй. Нет, не работает. Так, у тебя еще какие-то браузеры есть там, кроме вот этого? Chrome, вот этот Chrome и Microsoft. Edge есть у тебя. Возможно, он к Edge привязан. Он должен был автоматически твой этот браузер Так, все в делах. А ну-ка. HTML, viewport, все есть. Только почему у тебя... Давай другой экстеншн поставим тогда. Зайди опять в этот экстеншн. Экстеншн сейчас, в общем, халох шел. Зайди сюда опять. Вот этот символ. Ага. Внизу. Пиши leave сервер. Leave сервер. И установи, и щелкните, деинсталлировать я. Щелкни его. Disable? Нет, не disable, а щелкни по этой leave серверу и халехил иметь тиги. Вот, щелкни по ней. Все. И uninstall. Деинсталируй его. Сделал. Все, закрой его. И следующий live сервер, другой какой-нибудь live сервер, Better Live сервер. Я знаю. Какой-то Яник сделал для нас Better Live сервер внизу. Еще вот здесь. Его инсталируй. Вот это. Нет, не он. Это не Негоказ какой-то. Вот этот сделал. Install. Жди. Все, закрой. Попробуй нашу теорию. Сохрани. Нет. Надо же. Так, попробуй идти там обновить whole из Screen morning и open, ну не один хилца диез. Open with Open live with server, live server. Да, во. Он сам я дику ученику. Вот, чисто хаелишь, мэр, я думал, ты уже с ним открыл его. Ты надо было открывать Open Live сервер, все правильно. Ага, все, işte дейtan дагдо ронго он теста. Один обош у меня в голове было сразу контроль STP. Лоханулся я. Хорошо, теперь давай изменить пожалуйста, контроль S сам. Ирас, ока. Мы дадуахкас, например, май дадиахкас, сразу ока в прямом эфире. Не, вот это раздражает постоянно выскакивающийся у тебя вот этот. И переводить. Переводчик. Да, меня тоже. Как бы убить его, чтобы он не выскакивал. Вот изменить. Вот видите? Вот в прямом эфире мы скачали сейчас лайв-сервер, чтобы когда мы тут делаем изменения и нажимаем «Сохранить», чтобы у нас в прямом эфире сайт менялся. И мы видим. Да, без надобности. Теперь сделай другой тег. H2 тега ей. Давай, проходись по тегам разным. Сейчас. H2 тег. H2. И пару новых тегов еще выучим. Здесь вы найдете мой адрес. Here you'll find. Here или there? Еще сзади. Не сзади, не here. Да, я понял. You. Не сзади, не, вот их, Все равно тест освободи. Да, из-за лага я думаю, что я не успеваю. You апострофе. Оценюха, что? Це вірш на апостроф. Will язя. You will. Сокращенный це язя. 2L. You will. Space. Find. Find язда. Говорят find, но пишет find. Тесла, гумация гол, если что. Я не вижу. А он цего? Что А кличан,
У тебя что-то... Выйди и зайди снова, у тебя что-то там не так. Так, you will find... Все, что вам надо. Да. Ну, что вам надо? Хаймерс, все. You will find everything, every... Y хилдезон, Y, дуй? Every. Here you will find every... Теперь TH, и the буква дуй, вместе язу дезон. The. И араб шхвастся себе шейк, лобош. Everything. Everything. Так, here you will find everything. Все, что вам надо. You will find... Here you will find everything you need. You dear? You need. Шие цан яздон need. You need. Точка. Союз, точка мобильный. Хорошо, как хочешь. Ты как к телефону это относишься, точно бил. Текст язычен, точка бил безу. Давай обнови. Отлично. Давай новый тег научим тебя. Новый тег я заодно, чтобы тебе хоть это нулевой урок. Он будет называться ordered list. Он сюда. OL язил мелкими буквами. И сразу, видишь, тебе подсказывает. Хочешь, бахцу. Сделай пространство между OL. Нет, не такое пространство, а вверх и вниз. Во. Все, вот ordered list. Это называется список или лист-список в Богдоне. То есть, если ты хочешь на своей странице что-то перечислять, у тебя есть два тега для этого. Один называется ordered list, а второй unordered list. То есть лист, в котором будет у каждого своего номера, и лист, у которого этих номеров не будет. Давай пиши LE. Внутри этого ordered листа другой тег обязательно. LE. Нажимай. И внутри пиши, например, купить. Я не знаю, купить хлеб. На русском? Давай на английском. Перейдем от этого. Buy? Да. Buy a bread. Buy a bread, да. Пиши. Хотя bread это не исчисляемое, и можно просто buy bread. Buy ищется дулен. И buy Бога. Предлог я знаю. А buy как покупать. B-U и Y. Вот, ищите я знаю. Buy a bread. A piece of bread я знаю, чтобы мы будем совсем по-английски соблюдать все правила. Edit, пися, нисту. Большой буквой просто. Худой, то есть, хуя сделал. Бай, я здесь просто вдох буквы цандила. Бай, все. И that und пися с довольшим спейсие. И си, или раска, все. By a piece of ends. Предлог, связывающийся предлог, который родительный падеж заменяет, поскольку в английском языке падежей нет, как у нас, то мы используем для связки предлоги, чтобы работать. И Богду, a piece. A piece, кусок Богду. Да, кусочек. Да, до чему так, да, Богду. Сада бепик ешь Богду. Сада бепик ешь сасон. Сашита беп дает бар бобо. Во, цеста. Во. Давай обнови. В чем тому духе, хлеб пойдешь. Ага. Гушдухан, список йолдел, халха один гойхан. Давай еще один, кайцахама довольшим тебе. А следующий, new line, please, new line, и тег аддит. Это егошний тег, все. New line, кудухан. Новая строка. Да. Теперь опять пиши следующий. LEL. Такой же тег. Повтори все то, что ты сделал только что. Да. И новую инструкцию. Да, бепик есть потом будет резвой. Потом целого есть. Да. Go home. Пиши. Go. Все? Не связаны? Да, обнови.
Control. О, видишь, следующий волк go home. И так ты можешь продолжать, и он будет эти дела писать. Давай теперь следующий тег. И OL тег that's, и dit Впереди давай новый ordered list тег. Это как происходит, да? Давай тебе теперь не order, не порядковый номер лист. UL я сделал. Все. Освободи место. О. И туда опять то же самое. Принцип ты понял. LE. Пиши, что хочешь. Бла-бла-бла. Покушать дома. To eat at home. I want to eat at home, yazıyor. Eat means as in yes. Да, есть yazıyor. Home. Обнови. И увидишь разницу между ordered list и unordered list. Пробей. Пиши следующую инструкцию, и чтобы ярче выразить разницу. Хуза, да? Да. Ну, чтобы как... без цифр, без цифр. Во. И вместо цифр выйти... Просто, точку. Точка, да? Английский мод называется дырка от пули. Поспать. Потом заснуть, уснуть, спать. To sleep. Давай, Гамлет выражение. To die, to sleep, no more. Уснуть, умереть, не больше. Давай. To die. Будем немножко high English. To die. Yes. D-I-E дон английский. По-английски D-I-E. To die. Тире от ты. Я не знаю, есть там тире. Не так, отдельно тире. Не дефис, а тире. Dash. To die, to sleep. Оба инфинитива. 2 раза Е. Ададак. Убей А. Kill A. Все. To die, to sleep. Убогды. Умереть, поспать. Дальше язди. Вельце велля. Дальше слово. To die, to sleep. No more. No more. Море. Все. To die, to sleep. No more. Валер дадап кетер цадок. Кибаш бир. Башхалят Богды. No more. Если ногчи маттен с Гамлет перевод держишь, валя, инсудир да моира так бы красиво ногчи матта, поэтично, по-крутому хилд. Валер вижер башхалят. Башхалят. И что представляете, в чеченском театре, на чеченском Гамлета перевели, и концерт идет. И там выходит Закая, например, и Валер модер. Весь чеченский театр монополизировал Закаев. И весь джихад, всю политику. Ну, мы шутим просто. Можно любого другого актера. Макалов, например, может Гамлета играть. Валер Вижал. Синий кит. Шутка. Обновить тех агайт. Гайт анас. Бакалов, чтобы ахатигер. Так, все. Теперь мы выучили 2 тега. Поскольку мы хотим ряд, давай функцию фульк, которую мы в тот раз не добили, добьем. Быстро ее прячем, быстро ее сделаем. JavaScript ездила? Да. Для этих новичков стайла гайд извышен. Нет, совершен пока. Мы прямо внутри этого будем делать. Потом. Хорошо. Тебе освободи себе место в этот head тег, голова тег, видите, стайл язуревающий. А внутри тега head, они между head и body. Между head и body не пишут
Ничего. Все, что ты отображается на странице, оно в теге body, что вверху маркирует саму страницу, это внутри хеда. Все. В этом теге пиши слово style. То есть мы будем стилизировать нашу страницу. Или, Хаймерс, подожди чуть-чуть. Убери, смотри. Давай, чтобы мой конфьюзен сделай другую страницу. Тесла, когда он задает команды, там он подсказки включаются, да? То есть он как бы варианты предлагает. И тебя, я правильно понял? Да. Редактор помогает тебе. Новый файл Хайяла Хаймерс. Индекс HTML, сам файл создать, все это. Индекс 2, например. Или animation. Animation HTML я. Индекс 2 я. Animate. İş tam takılır ya. Animate. Не ищи ацан. Давайте подскажу, как это пишет. Mesela ekran diye açsa holası yazır şansın diye takılsın. Да. Не едадак адил. Вот так, да? Не мое, все, это animate. Animate Бога, что-то оживлять Бог до английскому. Точка HTML. Да. HTML? Да, HTML. В общем, и отдельно файл ешбат в общем. Мы тот же самый HTML делаем, чтобы отдельно урок шхилитха, чтобы больше смешиваться. Давай восклицательный знак, создай нам темплейт, шаблон страницы HTML. Заставь его создать для тебя. Назови документом метод, его название animate. Отныне будем вот так изучать, чтобы уроки отдельно были, чтобы их не смешивать. Все, пиши там animate. Или animation. Пиши animation большими буквами. Дальше. Стиль, да? Да, теперь пишешь внутри стайл. Расширь его. Внутри боди, у нас в боди внутри ничего нет, поэтому зайди в боди, и там мы сделаем два дива. Создай div и расшири его. И в первом диве мы дадим ему атрибут. Первый тег яц div, открой его, расширь его. Сам первый, да. В этом диве мы дадим ему атрибут класс контейнер. Div Бога, английское слово division Бог. Класс контейнер? Да. Нажми класс, и он тебе создаст. Вот там ты пишешь контейнер. Контейнер от слова contain, содержать что-то, contain. Поэтому он называется контейнер английский. Правильно я пишу? Контент. Нет, едадаки аиди. И контейнер обычный, контейнер, вот все. Ты написал контейнер. Это будет у нас иди в division. У тебя вообще-то HTML страница и ее тело body. И внутри ты создаешь такой, скажем так, разметку, квадрат, или, например, четырехугольник какой-то, внутри которого ты будешь что-то писать. В данном случае, внутри мы сделаем еще один квадратик. И этот квадратик мы при помощи анимации будем заставим перемещаться. Видите? Создай внутри новый div. Внутри дива класс контейнер, создай еще один div. Сухошуй? Вот так, да, div? Да. Меня слышно? Да, внутри тегов не атрибут, он атрибут маяца свой блошник. Оставь его. Ты атрибут ему создал, все. Теперь зайди в него, вот
и в ней там создай этот div null. Все. И я тебе объясню отношение этих дивов друг к другу. Сделай точно так же его вниз-вверх. Вот. И создай второму диву, название дай второму диву квадрат, например, square. Создай ему класс square. Нет, не внутри дива, а как атрибут. Точно так же, как первому ты сделал. Вот. Square. SQ. Q. UA. R. И E. По-английски И. Все. Только класс, точно так же класс делай из него. Заключи это в кавычки, создай ему это, а просто square я зашу. А ты должен класс ему сдать. Класс яцуны. Square до что он класс. Халха класс язди равно отти. Хока боя. Да. Это название у нас как контейнер, а вовсе не это. Ага. В кавычки заключи square. Я тебя немного запутал, видимо. Все. Мы создали два этих дива, divisions. Один наружный, один внутри. Теперь мы давай стайлинг будем им делать и анимацию. Дивы. Зайди снова в свой стайл. И теперь мы для начала внешний дегдуй, контейнере, ловящим стиль придадим контейнеру. Пиши табуляцию. Намек мой есть, и чтобы он знал, что я редактирую вот этот div. Да, я тебе собираюсь это показать. Табицанус, юривала, табулейтер. Еще. Чтобы вот это readability повысить, ты должен, чтобы как программист, они должен показывать, что это внутри иерархии. Видите? Кстати, и div штат самбухадол. Первый div это родительский класс. А второй div это его child, то есть ребенок. Видите? Значит, отношения. Вот один главный div, а если внутри находится другой div, то он как бы как родителям от него зависящий. А первый div куда-то передвинуть, второй div автоматически последует за ним. То есть на небе отношения и он теперь. А тут чуть-чуть язин делай. Сколько ты его заключил вовнутрь этого? Мы это еще... Div, как он и расстояние, как вот алочил на сайте, да? Что такое div, чтобы, да, точно, да, он просто коротко цахом дойтон, чтобы и div хагайтон. Кстати, и лайв-сервер запустить, старый страниц, да, як. Лайв-сервер? Да, open live сервер опять. Все. А да, ты ничего не видишь, потому что эти дивы, они невидимы. А он и гуштац. Если я им дам какие-то цвета, назначу какие-то цвета, уменьшится, видишь, доктор видишь. Обратно уменьшишь. Красный, он пухарек. Да, и ты увидишь. Но ты можешь также увидеть его при помощи инспектора. Правую кнопку браузера, и инспектор хаел. Просмотр кода страницы. Внизу написано. Проклятый русский язык. На английском там инспектор. Да, из код дохон гойч. А ты можешь его код тебе не нужен. Свободила. Убери его. Закрой эту. Вот, закрой его, опять правая кнопка, свободила. Не то мы открыли. Просмотреть все. И теперь, если ты щелкнешь, где ты видишь, со стрелочкой элемент, синий язык. Элемент на этом, да, выше, еще выше. Вот элемент все слева, со стрелочкой, квадрат и стрелочка. Слева, не справа. Щелкни его один раз, кликни мауса, все. И теперь поведи свой маус, и он тебе покажет, границы этого дива.
А где ограниченность? Ты также можешь его и эту стрелку внизу угловать. Margin border тиги хаяли. Нажми опять стрелочку. Все. И вниз пойди, где у тебя написано margin border, справа. Правая сторона. Вниз, вниз. Совсем вниз, совсем вниз. Совсем. Во, правильно? Он показывает тебе дивы. Они, правда, ни черта, ничего не видно, что они делают. Мы им дадим сейчас позицию. Давай, закрой все это, верни прежнее состояние. Все. А ну, давай этим дивам давать это, позицию. Потому что они невидимы, когда мы дадим им позицию, они все начнут их видеть. Так, давай, стайлю рыва. Зайди в стайл и начинай писать точка. Когда класс ты в стилях пишешь, надо обязательно точкой начать. Если этот не скажешь имя классе или название или нагасан еще родной класс ему нужно просто название писать. То есть есть разница между этим. Напиши контейнер. Сделай отступ. Curly braces, так говорим. Фигурный скобка, да? Да, отлично. Память неплохая у тебя. Curly braces, ага, пишешь margin. Пока пиши, что я тебе говорю. Margin, 0. Margin, это у нас будет 0. Следующая строка. Процент, пик, сумма дилдезы. Ничего не надо, следующая строка. New line. New line. Height, высота. H, E, вот, ага. Вот, height, 100 VH. VH? Да. What is this? VE, еще буква, дела маленький. Пиксель шмаяхла. И W, дон, выдаться английский. What is this? VH. Это полный его размер бог. Ерик страницы халаец с контейнерик. То есть займи полностью всю страницу, 100%. Так, теперь след new line. Please go to new line. And type display. Type? Type. Печатать бог. Напечатай. Type. Печатная машинка по-английски называется typewriter. То есть печатная писалка. Display flex. F, как и слышишь. F, L, E и X. Бухагу что? Все. Please go to new line again. And type justify. Justify. J, нет. J is like James. J. Не G, как G. Во. Justify. Уже и justify гушто, но justify content действующий. Уцан яздон, не ацан. Английский язык это очень сложен именно в этих spelling. Не justify content. Буха яздон. Justify content center. Центр был дон, если ты наверняка знаешь. Please go to next line and type align items, align A, L, so type in, center again. Please go to next line and write background color yellow.
ground color. B. I'll be back. Schwarzenegger. Yellow. Yellow, not red. Y, yellow, да. Yellow. Who do yellow? Желтый. Да, желтый. Yellow cap. Мож. Да, мож. Так, теперь оставь этот и перейди к следующему. Мы дали контейнеру некоторые свойства. Ты можешь увидеть их, если ты сейчас откроешь лайв-сервер. Открывай лайв-сервер. О, понял, что мы делаем? А? Да, мы обозначим. Так, уменьши его опять. Так, давай теперь мы класс контейнер ищем, стайлинги. Нужно сделать стайлинг for square. Его этот... Tesla. А Авайшим ючек именно хардив юи контейнер. Окавай и стильцун описывать аж. И хар ючи мухайтан ваку. Точка и название. Точка и название. Вот с этим названием, да? Да, мы дали классу название. Если ты создашь еще какой-то, то он будет и контейнер тягаться. Что там один. Это означает, что он именно его свойства будет менять, а другой трогать не будет. Поэтому нам нужно создать сейчас для этого, для square, square. Square это квадрат. Квадрат, да. Мы создадим квадрат, которым будет ездить по нашей странице, анимировать туда-сюда, короче. Поэтому напиши. Да, по такой же схеме. Я не буду тебе подсказывать, чтобы ты мог автоматически перекреститься, будучи мусульманином. Так, окара хуэлара. Curly braces. Curly braces. Фигурные скобки. По-русски. Russian language. Так, теперь мы дадим ему тоже свойства. Мы хотим, чтобы это был квадрат со сторонами 50 пикселей. Ширина 50 пикселей и высота 50 пикселей. А ну-ка, сумма олаца олш, да, мне нужна ширина, ширина. Width? Отлично, пиши. Width. 50 пикселей. 50 pixels, please. Английский можете, Люха Уола хочешь. Но английский бен бютербаться очень по мере возможности. Теперь height. Height 50 pixels. Height удара. Высота. Ты же что будешь? Значит, высоту и широту этого квадрата. Если у тебя, не знаю, неравномерный какой-то сторона Йоши, то, конечно, разные стороны будут. А так у квадрата все стороны равны. Так, теперь вот этот квадрат нам надо окрасить какой-то цвет. Давай окрасим его в какой-то цвет. Какой ты хочешь его окрасить? Background color, да? Да. О, ты... Парень, ты уже сам самостоятельно идешь. Not bad. Red. Okay? Please go to next line and write. Okay. And write position. 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 И position у нас absolute. 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 Position. Все. Position. Это означает, что мы этот квадратик забираем из нормального течения и normal flow from page, из нормального течения, и он будет у нас, куда мы его покатим, туда он и пойдет. То есть вне зависимости от родительского компонента. Мы его вывели оттуда. Так, давай перейди next. Please go to next line and type in animation. Идешь мой яздоха. Animation, и у нас название функции, которая будет у нас анимировать, мы договорились, что она будет называться фульк.
Путь Муджахида. Фульк. Все. Теперь дальше Space Animation может принять множество разных команд, не только одну. Освободи место. Space. И пиши, сколько хочешь, чтобы анимация длилась. Допустим, у нас 10 секунд. Или 20 секунд. Как хочешь. Все. Правильно. Освободи, дальше иди. 10S или MS? Нет, MS это milliseconds. То есть она будет слишком быстрая, мы не увидим его. А 10 секунд это прилично для наших глаз. Теперь напиши linear. Линейное движение. То есть он ровно просто не круговые там кренделя выписывал, а просто шел туда, плыл туда, куда мы хотим. То есть линейно двигался. Освободи еще место. И мы хотим, чтобы он двигался, скажем так, infinite язди. Infinite. Или пока infinite моя язди. Будет интересно дальше язди. Все. Теперь переходишь к новой. Мы сказали, что у нас есть какая-то функция фульк, и надо ее сейчас описать. Дать ей знать, что она есть. То есть выйди из сквера, curly braces shell, вали новый гумязи. Вот. И дальше мы пишем символ собачки, который используется для обозначения почты, адреса почты электронной. Вот. Пиши keyframes. Нет, не английская C, а нормальная conventional K. Вот. Keyframes. Просто keyframes, да. Все. Keyframes. Это на самом деле читается как keyframes. Я просто, чтобы правильно написал, говорю keyframes. Так, отступ. И название нашей функции фульк. Куда же без нее? Все. Сделай отступ и curly braces. Please. Space and curly braces again. Give it space. Хаймер. После фулька, меттиги тахтиги. А меттик цитила тин ахцуни. Тима лети, там же видишь, что эти лето шьятся. Все. И пишем 0%, 0%. 0% я сделал. Потому что анимация начинается с нулевой точки. 0%. Сделай отступ. И curly braces, please. Again, inside curly braces we will type. Make it open. Yeah. Type in top, like Chechen word top. Top, 0. 0, 0, 0. 0. Without percent sign. Just 0. Yes, like that. New line. Inside same curly braces. Left. Type 0 again. Without percent sign. So, okay. So our animations will begin from 0%, from top left, from top 0 and left 0. Now new curly braces. Top это вверх, да, left это лево. Лево, да. Right это Латвия, Харцалово. Верхний левый угол твоего сайта, страницы viewporta. Теперь давай следующий. New 25% я сделал, вали curly braces. Щелкни. Вот. 25%. 25% space curly braces open, type inside top 0
Top 0. New line. Left. Пиши. Нет, no, not 0. Not 0. Calc. Напиши calc. C, английское, L. C, вот уже есть. Пиши это. Щелкай. Вот. Inside this parenthesis, тарах parenthesis оло. Curly braces. Вещу, а хорошо parenthesis. Inside parenthesis, 100% minus 50 pixels. 50 pixels. Pixels. Yeah, px pixels. Okay. Percent Go out. pixels. Left is curly braces and you 50%. Процент, да? Yeah. Outside of this Pixel, curly да. braces. Is it? Не связан. This is all right. Go outside. The outside of curly braces, not inside curly braces. Yeah, next pair. You go sequentially. This is 0%, 25%, 50%. Curly braces. And I will teach you some trick. Lefty wall هتبقى left calc لازم تجي هتبقى شوكي там somewhere где-нибудь. That doesn't matter where. Кликни дел, нет. Hence Alt кноп 5. Клавиатуртер Alt кноп зажатил. Нет, Shift Alt зажатил. Shift и Alt. Сначала нажимаешь Shift, потом Alt. Зажал? Да. И стрелка вниз ее. Одновременно ключ. Во. Ты видишь, ты скопировал эту команду. Давай теперь сделай одну вещь. Теперь просто зажми Alt, Shift, эти. Просто Alt зажми. И опять это вниз стрелка. Ты переместишь его вовнутрь вот этого другого. Еще раз стрелку. Во. Уже? То есть это облегчает вот эти шортки вниз, вот эти штуки тебе будут сильно облегчать вот это печатание. Вот эти всякие шорткаты. Вниз вверху напишем в топ. Топ едущий. Топ калькаль. Не трогай то. Скопируй его еще раз. Топ адит, топ. Вот, все. И 0 метра на кальт связи юха. 0 метра. Нужно было оптимальнее писать, но важно нет. Опять в скобках кальк, да. 100% минус 50 пиксель тоже. Все. Теперь по той же схематике давай 75%. 50%. Я лучше 75%. Или можешь, знаешь, что сделать? Давай легче сделаем. Или 75%. Выдели мышкой вот эти 50% едят. И по такой же схеме зажми Shift, Alt и стрелку вниз. 50% и выделить. И все выдели. Весь блок. Вот. Теперь зажми Shift, Alt и стрелка вниз. Все. И что? Теперь переправь вот это edit 50% to 75%. Yes. You got it. Так, и теперь топ 5 и edit, а left 5 und 0 и 0. Just 0 without calc function. Calculate probably. Шадек дадах про 0, да? Шадек, да. Completely. Delete it completely and put just type 0. Type in 0. Сделай 100%. Yes. 100%. Space? Скопируй ты это? No, you don't need it. Simple one. It's 100%. Type in 100%.
space, curly braces, open it up. On top, top is 0, on left is 0. It came back to the same place where it started. 0. And the next one left is 0 too. So, yet you can save it and start it. Save file and start with live server or так. Что мы не сделали сейчас, зайди zurück линия ардец, линия ардолчухол. Линия ардолчухол, лака. Линия. Во. Вниз. Вниз. Вот написано у тебя animation, full, linear. Кушьё? Square. И linear, и infinity, азия. Все, Ctrl-S обновите. Так. Он должен был тебе анимацию. Почему твой компьютер анимацию не хочет? 10 секунд. Не, это не играет. Зачем? Он должен все тебе показывать, всю анимацию. Сейчас он должен. Так, что-то у нас не так с тобой. Собрала. Keyframes. Надо чек дебагинге язычен. сохранить. Har jag что кагуча мел, это латалат его кагуча мел. Не связан из-за так. Фулк собрал. Сейчас мы дебагинг небольшой сделаем. Массу не связан вообще. У нас нету никаких ошибок вроде бы. Но что-то там, видимо, мы пропустили. Собрала. Keyframes. Так, left и 100% view. Сама ошибки надо, скорее всего. Так, стайлер, сохранить мои, не? Ctrl-S, так, фульк. Вот этот, наверное, колдун нам с фульком мешает. Наш этот, Джапар. Колдует, наверное. Дующий на узлы. Так, собрала. Keyframes, елщу, фульк. Так, топ, лефт. Валидатор, я почему просил, хажи шуешь, но хажа и 100% дольчигер и минус ушсан пространство я. 100% минус 50. А ты латни я знаешь. Может, он на это жалуется. Плохо вот этого языка в том, что он не может сразу дебагинг сделать. И минус. Ну что, сейчас отметки уронишь? Не, да, иди учиться. Да, что говорю, да, иди учиться. Не. Метки так, вот минус, и хай, минус, хай. Минус, ты освободи его с двух сторон, да, Space. И с той стороны. И поправь все так. Потому что в этом причина. Сейчас мы должны выяснить, в чем и фульк чего дюхаля позже. Причем я здесь точно такой же написал, у меня он четко работает. А почему у тебя он отказывается работать? Из этого. А какой-то июк. Опа-на! Болгаши? Пошла массовочка. Не связан с ахиллехо. Опа-на! Хадалинс ият слака и 10 секунд ят. Сунах 5 секунд я. В 2 раза уменьши. И обнови. Ctrl-S. Свободы. 2 секунды, да. Да, 2 секунды и на весь экран. Чтобы наши зрители видели. Это конец все равно. Функция кульп. Ой! Да, лиду. Играла Джафару Итиньо фульк. Гала. После, короче, я сам полюб, что налау иногда. Вот она. Это пусть телицо, пусть баракцу орбиты. Вот это фульк. Самый орбит. Нормально буду. Дыня, вон фахиш. Все, конец. Какие вопросы есть у вас? Если нет вопросов, я Тесла, рандомное ялорейцем перемещение. Тесла.
У этого есть там специальная библиотека или функция MAF. И в этой самой объекте или объект MAF есть методы и функции random OLSH. И ты можешь задать ему random variable, он сохранит один, и эти функции переносить ему, и он будет вот это выполнять. Но я все время пытаюсь тебе про эти вариаблы рассказывать, и уже, ты не знаю, 4-й урок уже никак эти про переменные не успеваю рассказать. Так, переменные в следующем уроке дюйтердуй. Когда мы завершаем, что Массан Дерезхил. Не болейте. Марш. Уроки, а вот швую хахти, что? Да, что такое 50 пиксель, чего? Топ 0, это вообще что? Потому что это непонятно. Ну. Координатная система, Ведь модель лошвайна. Да, там и сохраняем. Мы каждый раз будем новую страницу делать и называть ее, как она называется, чтобы вы могли учить по ней вспоминать наш худир. Возибательно.